Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Звоните в наш эфир по телефонам 8 810 06 926 044 490 31 18. Высказывайте свое мнение, задавайте вопросы нашим экспертам. Также смотрите наши видеотрансляции эфиров, там вы также можете оставлять комментарии. Ну и читайте сайт Крым Реалии. Тема дня. Будем говорить сегодня о деле известного крымско-татарского бизнесмена и мецената Рисуля Велиляева. Как известно, он был арестован и находится сейчас в тюрьме ФСБ Лефортово в Москве. Причиной ареста называют просроченные сладости. И в ближайшие полчаса будем говорить о том, в каком состоянии находятся Рисуль Велиляев и Али Бариев, каковы условия их содержания и состояния здоровья, проводятся ли следственные действия, экспертизы, допрашивают ли свидетелей, как того требовало обвинение, ну и в чем, собственно, обвиняют Велиляева и Бариева. Крым в центре внимания. Напомним, крымско-татарского бизнесмена Рисуля Велиляева и директора его компании «Крым-Опт» Али Бариева задержали 26 апреля в Белогорске. Сначала их увезли на допрос в Симферополь, затем ночью вывезли в Москву, где поместили в СИЗО Лефортово. Я напомню, что этот изолятор формально подчиняется Министерству юстиции России, но негласно считается подведомственным ФСБ. И не так давно суд Басманный районный суд Москвы рассматривал продление меры пресечения, и вот продлил его арест на 3 месяца, до 25 сентября. Скоро этот срок истекает, и это время было необходимо, по словам обвинения, для того, чтобы провести ряд следственных действий, экспертиз и допросить свидетелей. А с нами на связи российский адвокат Николай Полозов. Здравствуйте, Николай. Доброе утро. Что известно сейчас о Велиляеве и Али Бариеве? Проходят ли экспертизы, допрашиваются ли свидетели? Что известно? Идут ли эти следственные действия, на которых настаивало обвинение? Конкретно сказать, что происходит в этом деле, достаточно сложно. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это абсолютная закрытость следствия, то есть мы не видим никаких даже вбросов со стороны следствия в средства массовой информации относительно хода расследования. Второе – это позиция защиты Велиляева, которая, достаточно дозированно выдает информацию. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, закрытость самого изолятора Лефортово, в которые, в принципе, даже адвокатам достаточно сложно попасть. Существует такая практика, что адвокаты еженедельно разыгрывают между собой жребий для того, чтобы определить очередность посещения своих подзащитных в этом изоляторе. Потому что по факту сотрудники ФСБ, которые контролируют этот изолятор, серьезно ограничивают доступ людей, адвокатов, к своим подзащитным. Но я думаю, что, скорее всего, следственные действия ведутся, поскольку Рисуль Велиляев обвиняется по статье 238 Уголовного кодекса, это оказание услуг ненадлежащего качества, продажа, соответственно, продуктов ненадлежащего качества. Это по части 2 тяжкое преступление считается. Российские власти по закону имеют право продлевать срок содержания в принципе до года. И в этом смысле у них определенный запас времени с точки зрения законодательства имеется абсолютно. Другой вопрос, почему ответственность Следственного комитета, а именно эта статья относится к Следственному комитету, человека вывозят из Крыма в Москву, вывозят в изолятор, где содержат самых, с точки зрения российской власти, опасных преступников, в изолятор Лефортово.
и который, ну, прямо скажем, к Следственному комитету имеет совсем мало отношения. Вот это вот большой вопрос. Я думаю, что здесь, безусловно, имеется определенная политическая подоплека, вот это обвинение, которое ему было предъявлено, ну, имеет, наверное, лишь такой формальный характер и является основанием для его задержания. А известно ли вот по этой статье, по 238, находятся ли люди еще в Лефортово? Ну, поскольку это вызвало недоумение у всех, просроченные конфеты и печенье, и Лефортово в Москве несоответствие, да, невзирая на то, что это часть вторая. О таком вообще не слышал. В Лефортово содержатся люди, которые обвиняются в терроризме. В Лефортово находятся люди, которые обвиняются в экстремизме. Ну, например, там содержатся силовики, такие как бывший генерал Следственного комитета Тырманов, который сначала руководил управлением по расследованию запрещенных средств методов ведения войны, то есть занимался вот этим фабрикацией большого украинского дела, занимался фабрикацией дела Надежды Савченко, других украинских политзаключенных. Впоследствии, значит, он оказался, как выяснилось, взяточником, имел дела с ворами в законе, и вот его, что называется, попал под раздачу, сидит в Лефортово. То есть это такой статусный изолятор для действительно опасных с точки зрения Кремля людей. Почему туда отвезли Рисуля Велеляева, и именно по такому обвинению, это, конечно, вызывает массу вопросов. Я не исключаю, что, конечно, основной лейтмотив – это попытка, опять-таки, запугать крымско-татарский народ непосредственно в Крыму, показать, что любых сколько-нибудь значимых людей, тем более тех, кто занимает такую активную гражданскую позицию, занимается благотворительностью, меценатством, можно крутить в бараний рог, можно ломать. И на их примере остальным показывают, что любое сопротивление российской власти, даже такое позитивное, назовем это так, является абсолютно наказуемым. А каков максимальный срок по 238? Ну, по части второй, если это осуществлено группой лиц, я так понимаю, именно эта часть меняется Рисулю Веляеву, это до 6 лет лишения свободы. Но здесь важно понимать, что это такой первый крючок, на который его взяли просто потому, что он занимался предпринимательской деятельностью, занимался продажей продуктов питания и так далее. Дальше, в ходе следствия, они же могут добавлять любые статьи, могут добавлять экстремизм, терроризм, все что угодно, вплоть до того, что шли разговоры, что якобы он финансировал Меджлис, который в России признан экстремистской организацией. Вот. И учитывая, что, по всей видимости, в Крыму все-таки будут фабриковаться дела, связанные с Меджлисом, и примером тому дело, например, о поджоге забора дома муфтия пророссийского Эмирали Аблаева, который якобы совершил помощник Мустафы Джемилева. Я не исключаю, что это может быть такая многоходовочка, и Рисуля Веляева могут попытаться встроить в эту схему как некого финансиста, кто вот якобы мог финансировать какие-то преступления. То есть здесь зависит все исключительно от больной фантазии тех следователей ФСБ, Следственного комитета, которые занимаются фабрикацией этих дел. А вы отметили, что могут продлить, да, следствие до года. Думаете, вот 25 сентября, когда вот истекает продление ареста, все-таки, скорее всего, снова будет продлен, да, арест еще на 3 месяца? Словно. Я, честно говоря, не видел в Крыму сколько-нибудь позитивной практики, когда в отношении крымских татар следствие вело себя каким-нибудь образом лояльно. Наоборот. Ну, простой пример. Дело Виджия Кашка, 4 фигуранта, пожилые люди, нездоровые, на протяжении уже практически 10 месяцев просто их держат в изоляторе. У них случаются там инсульты, резкое ухудшение здоровья, при этом следствие не идет никаких активных следственных действий. То есть просто людей держат для того, чтобы ломать, для того, чтобы пытать, для того, чтобы причинять как можно больше боли им самим и их близким. Поэтому, честно говоря, я не вижу и в случае с Рисулем Веляевым такого вот внезапного позитивного исхода. А зачем тогда надо было его вывозить в Москву, в Лефортово? Чтобы потом взять и отпустить через 2 месяца? Но это не укладывается в логику российских властей.
Спасибо большое. Российский адвокат Николай Полозов был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о деле крымско-татарского бизнесмена Рисуля Вилиляева и директора его компании «Крым-Опт» Али Бариева, которых задержали 26 апреля в Белогорске. Их увезли на допрос в Симферополь, потом ночью тайно вывезли в Москву. Там они находятся в СИЗО Лефортово, которое считается СИЗО ФСБ, и вменяют им часть 2 238 статьи Уголовного кодекса России. Это перевозка, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Вот по словам Николая Полозова, российского адвоката, он впервые слышит, чтобы по такой статье обвиняемых помещали в Лефортово. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору, высказать свое мнение, либо задать вопрос 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А с нами на связи крымско-татарский активист Заир Смедляев. Здравствуйте, Заир. Доброе утро. Давайте еще раз отметим, в чем, на ваш взгляд, главная причина все-таки задержания Рисуля Вилиляева? Ну, на мой взгляд, это так же, как и говорил Николай, здесь только политическая подоплека. Вот эта спецоперация, когда сотни вооруженных силовиков проводили обыски, потом задержание Рисуля Вилиляева, об этом и говорит. Точно так же, как и дальнейшее его нахождение в СИЗО, потому что не было в истории такого, чтобы кого-то за просроченные продукты содержали в Лефортово. Ну, и я думаю, что перед его арестом неоднократно различные там, скажем, приспешники, скажем, власть имущих говорили о том, что в том числе и что Рисуль там где-то кого-то финансирует, в том числе то, что он там, скажем так, не помогает тем, кто любит эту власть. Были такие высказывания. А вообще, на мой взгляд, вот эта его деятельность, связанная с информацией, конечно, это большая угроза. Так как в сегодняшних реалиях идет борьба со всем крымско-татарским, с крымско-татарской историей, культурой, литературой. А как мы знаем, Рисуль Вилиляев, он финансировал и издание книг на крымско-татарском языке, ну и содействовал там и выпуск съемки фильма того же самого КДР-ДД, который, к сожалению, ему не удалось самому воочию увидеть результаты своего труда. И вот это вот сегодня продолжение этой же темы, борьба с с крымскими татарами и с культурой, она... То, что со СМИ боролись, мы это видим. Теперь уже борются с театром, разрушают музеи, исторические памятники повсеместно. Ну, то есть вот эта концепция государства, которая Крым без крымских татар и без крымско-татарской истории, все вот в этой плоскости, наверное, и проходит. А Николай Полозов... Второе... Да-да-да, продолжайте, я потом задам вопрос. Говорите. А Николай Полозов отметил просто, что обвинение может добавлять статьи, по его словам, это такая многоходовка, и, скорее всего, Рисуля Вилиляева будут обвинять в финансировании запрещенного Меджлиса. Вы слышали что-то вот об этом? Возможно, вы общались с представителями защиты. Есть ли информация? Добавляют ли действительно статьи? Или, как вы считаете, давят ли на Рисуля Вилиляева сейчас? Я скажу, что какие еще потом статьи можно по ходу прилепить, это остается догадываться. Но я так думаю, что вот эта власть устала от того, что с ней сотрудничают дебилы, маргиналы, и привлечь на свою сторону грамотных, порядочных людей. Рисуль один из таких, которые хотели бы видеть во властной обойме, да. Сегодня в последнее время вообще такая тенденция есть. Людей образованных на пунктах пропуск останавливают и угрожают, и склоняют к сотрудничеству. И в качестве примера говорят, вы можете повторить судьбу Рисуля Вилиляева, мы можем вас сегодня же спецпортом вывести в Лефортово, можете там в соседней камере находиться, давайте с нами
пытаются сломать, его пытаются заставить полюбить эту власть, которая уничтожает наш народ. А я напомню, что Рисуль Велиляев занимался бизнесом в Крыму середины 90-х, и, как мы говорили, его главный вот актив — это дистрибьюторская компания «Крымопт», и больше там 6 тысяч клиентов, больше около 1000 сотрудников. А вы не знаете сейчас, вот что с «Крымоптом», продолжает ли этот бизнес работать, и проходят ли проверки вот сейчас, после того, как Рисуля Велиляева поместили, и Али Бариева, директора компании «Крымопт», поместили в Лефортово? Ну, бизнес продолжает работать, конечно, с большим напряжением, потому что изъяли и документы, и контакты, и компьютеры. То есть это очень тяжело восстанавливать все эти связи, налаженные механизмы, плюс и расчеты, взаимозачеты и все остальное, то, что происходило в ходе работы, да, этих предприятий. Поэтому, конечно, создали большие проблемы в их деятельности, но они работают. Во всяком случае, сеть магазинов продолжает функционировать. И нормальные продукты, я стараюсь по мере возможности посещать этот магазин, покупать там продукты. А общаетесь ли вы с близкими Рисуля Велиляева? Вот они рассказывали Крым Реалиям после задержания, что очень тяжело переживает арест. Вот как сейчас их состояние? Известно что-либо о состоянии здоровья самого Рисуля Велиляева и Али Бариева? Ну, если взять за основу то, что уже люди достаточно солидного возраста, да, в радиусе 60, нахождение вот в этих условиях, оно, конечно, однозначно негативно сказывается на состоянии здоровья. Если вы были молодые, и то тяжело переносить, а как правило, людям в возрасте это достаточно, скажем, серьезно отражается на состоянии здоровья. Общаться, ну, мы общаемся в меру возможности, интересуемся состоянием здоровья и там, как судебные ходом следствия, то есть через адвокатов где-то пытаемся почитать. Ну, больше, чем положено, чтобы не навредить, конечно, лишний раз пытаясь досаждать, скажем, своим вниманием, своим. Спасибо большое. Крымско-татарский активист Заир Смедляев был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о судьбе крымско-татарского бизнесмена Рисуля Велиляева, которого по статье 238 просроченные продукты сейчас содержат в СИЗО Лефортово. И говорим сегодня о том, как проводились ли следственные действия, допрашиваются ли свидетели, в чем обвиняют Велиляева и Бариева, и почему именно за такую статью они находятся в СИЗО ФСБ. Напомню, в эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Звоните в студию, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, оставляйте комментарии под трансляцией в социальных сетях. Напомню, говорим сегодня о Рисуле Велиляеве и Али Бариеве, которые были задержаны 26 апреля в Белогорске. Сейчас они в СИЗО Лефортово. С нами на связи член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Искендер Бариев. Здравствуйте, Искендер. Доброе утро.
Вот в нашем эфире был российский адвокат Николай Полозов. Он отметил, что очень мало информации сейчас о Велиляеве и Бариеве, и защита их не очень активно да, распространяет информацию. Вот известно ли что-либо, как проходят сейчас следственные действия и в каком состоянии находятся Велиляев и Бариев? Дело в том, что действительно мало информации, и мы по сравнению с другими делами, которые проходят в Крыму, уголовные производства, мы о Рисуле Велиляеве и Али Бариеве слышим меньше. Это связано с тем, что такую тактику выбрала защита и сами родственники Рисуля Велиляева. Дело в том, что они не хотят политизировать данное дело, и поэтому мы просто не имеем морального права слишком много об этом говорить. При всем том, как вы уже ранее сказали, действительно, и Рисуль Велиляев, и Али Бариев, на данный момент они содержатся в Лефортово по статье 238, часть 2, это хранение там непригодной продукции и так далее и тому подобное. Мы прекрасно понимаем, что по данным статьям не увозят в Лефортово и не содержат в Лефортово людей. Поэтому здесь все-таки я понимаю, что это достаточно сложный процесс, хотя защита со своей стороны уже подавала апелляционную жалобу, и 5 июня Басманский суд города Москвы отклонил апелляционную жалобу защиты, а 25 июня сего года тот же Басманский суд, он продлил срок содержания под стражей, опять же, в Лефортово, как Рисулю Велиляеву, так и Али Бариеву. Я, как общественный деятель, как правозащитник и как член Меджлиса крымско-татарского народа, я хотел бы сказать о том, что все-таки я больше здесь вижу политический подтекст или политический контекст этого уголовного производства. Я считаю, что это давление на крымско-татарскую идентичность, потому что Рисуль Велиляев – это тот меценат, который способствовал строительству соборной мечети в Белогорске. В том числе он и финансировал развитие православной церкви, христианской православной церкви в городе Белогорске. Ну и кроме того, он учредил фонд имени Чуванзаде, который как раз-таки способствовал развитию и исследованию крымско-татарского языка, крымско-татарской литературы и крымско-татарской истории. Поэтому я думаю, что как раз-таки оккупационная власть пытается всячески давить на подобных меценатов и на подобных бизнесменов. То есть, по Кроме вашему того, мнению, главная причина задержания Рисуля Велиляева, его работа, да, его значение в среде крымско-татарского народа, а не давление на бизнес его конкурентов. Эта версия здесь звучала ранее. Два фактора. Но больше, конечно, это в первую очередь это давление на него как на бизнесмена, как на меценат, который финансирует развитие крымско-татарской культуры. И я думаю, они пытаются изыскать со своей стороны пути или механизмы его поддержки, поддержки представительного органа, Меджлиса крымско-татарского народа и ряда других общественно-политических структур крымско-татарского народа. И поэтому в этом плане они пытаются искать, скажем, те каналы или те пути для того, чтобы попытаться доказать эту причастность, скажем так, Рисуля Велиляева. Но, насколько я знаю, состояние Рисуля Велиляева, он на самом деле сам не очень здоровый человек, потому что действительно у него есть ряд соматических заболеваний. Но, во всяком случае, он стоит на том, что и было его заявление на последнем заседании Басманского суда. Он говорил о том, что его одна задача – это вернуться и жить на родной земле, что ему нечего терять, и для него важны его близкие, его родственники, его народ и его родина, куда он хочет и собирается вернуться. Поэтому, к
Что касается бизнеса, то в сети его бизнеса работает порядка 1400 человек. Понятно, что бизнес, конечно, пострадал в связи с этими событиями, но при всем том его бизнес полностью не закрыли. И поэтому я здесь вижу все-таки больше именно давление на него как на мецената, который финансирует развитие или сохранение крымско-татарской идентичности. А Николай Полозов отметил, что Велиляеву могут выдвигать новые, более жесткие обвинения, например, в спонсировании Меджлиса. Как вы считаете, возможен ли такой поворот событий? Я думаю, как раз-таки с этой целью его и перевезли в Лефортово, потому что в Лефортово содержатся обычно люди или подозреваемые, которые идут по тяжелым статьям, российским тяжелым статьям. Это измена Родины, это терроризм, это поддержка терроризма и так далее. Поэтому сам нонсенс в том, что за испорченные продукты не могут содержать в Лефортово, тем более такой длительный срок. Поэтому я думаю, что на самом деле его пытаются сейчас максимально запугать. И действительно, мы не знаем, что на самом деле говорят ему и на что делают акценты. Но я согласен, что они будут пытаться повесить ему статьи о финансировании терроризма или экстремизма. Это уже тяжелые статьи, которые как раз соответствуют тому, когда людей привозят, содержат в Лефортово. Но при всем том, опять же, у Рисуля Велиляева есть защита, которая занимается этими делами. И мы просто не имеем морального права как-то сильно вмешиваться, если на то нет желания или нет четкой позиции самого Рисуля Велиляева. Спасибо большое. Извините, время подошло к концу. Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи с нашей студией в эфире радио Крым Реалии.